себя чувствуем очень комфортно, когда нас окружают близкие, родные люди, родственники и дальние, и близкие. Сегодня на уроке мы как раз изучим слова, которые обозначают родственников. И еще хочу напомнить, что сейчас выйдет плашечка, зайдите туда и участвуйте в конкурсе на сертификат «Бесплатное проживание в Дубае». Родственники. Как обычно, мы сначала прочитаем слова в мини-словарике, которые будем сегодня учить. Ата – дедушка, Аже – бабушка, Немере – внук, Щубере – правнук. Она – мама, Аке – папа, Кыз – дочь, Ул – сын. Ага – старший брат, Эне – младший брат, Апке – старшая сестра. Сенле – младшая сестра для девочек. Харындас – младшая сестра для мальчиков. Агай – дядя, Апа – тетя, Жиен – племянник, племянница. Ене – свекровь, теща. Кюеу – муж, жених. Аель – жена. Аель – женщина. Ер – мужчина. Адам – человек. Бала – ребенок. Кыз – девочка. И еще. Сейчас я вам расскажу 7 колен. Казахи очень почитают это число, и они практически все знают своих родственников до 7-го колена. Ата, дедушка, это как бы начало 7 колен, и от него уже идет. Аке, папа, Бала, ребенок, Немере, внук, Щубере, правнук, Щопщек, праправнук и Немене, прапраправнук. Вот эти 7 колен. Включаем наше воображение. Алма-ата – дедушка яблок. Алма-ата – так назывался город Алматы в Казахской Советской Республике. И тогда все считали, что перевод города Алма-ата звучит как «дедушка яблок». Поэтому ата выделена и выделена дедушка, ата – дедушка. В сурите ата держит алмалар. На картинке дедушка держит яблоки. Ата – дедушка. А жена дедушки – бабушка. Выделена аже – бабушка. Аже – бабушка. Также звучит и в словаре. Только буква А переходит в специфическую Э. Аже – бабушка. Внук приехал погостить к бабушке, и все заметили, что по деревне ходит не местный ребенок. Выделено внук, выделено неме, не местный, и выделено ре, ребенок. Внук не мере. В словаре у нас не мере, внук. Внук не мере. Запомнили. У прадеда шоколадку берет правнук. Шо бере, правнук. Щубере, правнук. И здесь тоже буква О переходит в специфическую Э. Здесь, конечно, не шоколадка, но щубере, правнук. А наша мама красивая. Так практически говорит любой ребенок.
выделена она, мама. В словаре она, мама. Можно еще сказать, когда мы увидим ребенка на руках у женщины, сказать, что она мама. Ну, будет написано, конечно, она, да, как бы местоимение, но мы не говорим букву О, она, мы говорим она. Можно еще и так запомнить. Она мама. Кто приносит? Слово приносит мы знаем, акилю приносить. Кто приносит домой тяжелые сумки? Папа. А кто пьет японскую водку саке? Тоже папа. Выделено аке в слове акилю, папа. И выделено аке в слове саке, папа. И в словаре у нас аке, папа. Специфическое. Аке, папа. Первый сын улетел на Марс, а второй сын приехал в аул. Выделено сын Ул, который улетел, и сын Ул, который приехал в аул. В словаре Ул, сын. Ул тоже специфическое. Ул, сын. Наш старший брат был очень добрый. Он со всеми соглашался и всегда говорил «ага». Старший брат «ага». Ну, в словаре у нас будет старший брат «ага». «Г» специфическое, мы помним, что и «х», и «г», если они твердые, то обязательно специфические с крючочком. «Ага», старший брат. Наш кот любит метить тапки старшей сестры. Выделено апки в слове тапки и старшей сестры. В словаре у нас апки, старшая сестра. И тоже буква первая, специфическая. Апке, старшая сестра. Можно младший брат полетит со мной на Марс? Не, он еще маленький. Выделено младший брат, выделено не. Не младший брат. Конечно, он маленький, он еще школьник. Не младший брат. А младшая сестра у девочек просит синюю линейку. Младшая сестра у девочек син ли. В словаре сен-ле младшая сестра для девочек. Младшая сестра у мальчика всегда просит цветные карандаши. Выделена младшая сестра у мальчиков, выделена карандаш. Карандас – младшая сестра для мальчиков. Вот мы говорили о том, что в казахском языке нет родов. То есть он, она, оно, все переводится одинаково. Но вот если идет девочка, и к ней подходит старшая сестра, она будет к ней обращаться сен-ле. А если к этой девочке подходит старший брат, то он будет говорить карандас. Вот такие нюансы надо запомнить. Старший брат ага вырос и стал дядей. Выделено ага и дядей. В словаре агай – дядя. Агай – дядя. А папина сестра – наша тетя. Выделено апа – тетя. И в словаре у нас апа – тетя. Тетя апа. Его племянник похож на жирного енота. Выделено племянник, выделено жи и выделено е. Енот. Жиен – племянник. Ну, как мы и говорили, в казахском языке нет родов, поэтому и племянник, и племянница будет жиен. И по картинке запомните. Жиен – племянник. Похож племянник на жирного енота. В моей семье и свекровь, и теща инженеры.
Выделено свекровь, теща, ене. Ене, свекровь, теща. На картинке у нас ене и ене, то есть свекровь и теща, мило общаются. Моему мужу спичку дай, сигарету прикурить. Здесь сборные буквы Ку, Е, Еу. Но можно выучить другую фразу. Куй свое замужество, пока жених рядом. Мы прекрасно знаем поговорку «Куй железо, пока горячо». А здесь «Куй свое замужество, пока жених рядом». Куй еу – жених. И в словаре, кстати, будет кюй еу – жених, муж. И картинку я вам подобрала соответствующую. Пока жених рядом, куй за свое замужество, тащи его в ЗАГС. Кюй еу – муж, жених. Жену у Айбека Елена зовут. Выделено жену Айел. Айель – жена, женщина. Специфическая. Айель – жена, женщина. Каждый мужчина – герой. Выделено мужчина, выделено ер. Ер – мужчина. Мужчина – ер. Первый человек на земле – Адам. Мы все прекрасно это знаем. И так совпало, что в казахском языке слово «Адам» переводится как «человек». Адам – человек. Теперь давайте повторим слова, которые мы только что с вами учили. Ата – дедушка. От слова алма-ата. Аже – бабушка. А жена дедушки – бабушка. Немере – внук. Не местный ребенок. Это внук, который приехал к бабушке погостить. Щубере – правнук. Правнук берет у деда шоколадку. Шоколадку берет у деда. Она – мама. Можно сказать она. Если она держит ребенка, то она мама. Или же а наша мама красивая. Аке – папа. Мне, конечно, проще и интереснее было бы учить, что кто пьет саке – папа. Но можно и сказать, что папа акилю приносит тяжелые сумки. Кыз – дочь. А поскольку дочь и девочка одинаково звучит, то поэтому я на этом не останавливалась. Помните, там кидала огрызок девочка. Сын. Первый сын улетел на Марс, второй сын приехал в Аул. Ага, старший брат. Старший брат был добрый, всегда говорил ага, совсем соглашался. Эне, младший брат. Можно он полетит на Марс? Не, он еще маленький. Апке, старшая сестра. Тапки старшей сестры любили метить кошки. И на картинке, вспомните, у нас была старшая сестра с котятами. Сенле, младшая сестра для девочек. То есть она просила, младшая сестра у девочек просила синие линейки. Харындас, младшая сестра для мальчиков. Она просила у мальчиков карандаши. Причем букву Ш не выговаривала, говорила С. Харындас. Агай, дядя. Дядя Ага вырос и стал дядей. Апа, тетя. А папина сестра – тетя. Жиен, племянник. Племянник жирный, как енот. Ене, свекровь, теща. И свекровь и теща обе инженеры. Кюеу, муж, жених. Здесь, конечно, тоже проще учить, что куй свое замужество, пока жених
рядом. Ну, а потом он станет мужем. Можно и так запомнить. Аель – женщина. А у Айбека жену зовут Елена. Ну и в казахском языке, как и на Востоке, жена – это женщина. Не зря говорят «женщина, молчи». Да, помните такую фразу? Потому что жена и женщина у них это одно и то же. Значит, Аель – женщина. Ер – мужчина. Каждый мужчина – герой. Адам – человек. Все очень просто. По имени первого человека на земле. Бала – ребенок. И кыз – девочка. Мы с вами слова эти уже знаем. На них останавливаться не будем. Ну, еще раз. Давайте повторим 7 колен. Ата – дедушка. Аке – папа. Бала – ребенок. Немере – внук. Щебере – правнук. Щепщек – праправнук. И немене – прапраправнук. Для чего это нужно знать? Просто для информации, но каждый из нас, кто живет в Казахстане, хотя бы раз пробовал вот такие казахские щельпеки. Казахские щельпеки – это круглые, жареные лепешки на кефире, сдобные или пресные. Лепешки с хрустящей золотистой корочкой, пузырчатые и мягкие. Готовятся очень легко и из доступных ингредиентов. У казахов их количество должно быть 7 по количеству колен. И называют они их жете-щельпек, либо жете-нан. Жете, забегу раньше, это 7. Готовят обычно такие лепешки в пятницу и угощают друзей, соседей, родных. Еще раз покажу. Вот такие казахские щельпеки. Теперь давайте составим предложение. Будем использовать те слова, которые мы сегодня учили. Это моя жена, а это твой муж. Обратите внимание, союз «а» мы переводим как «ал». Мынау менен айлым, ал мынау сенен күйеуен. Хорошо. Теперь попробуйте с казахского языка перевести. Менен үш балам бар. Бір кыз және екі ұл. У меня 3 ребенка, 1 дочь и 2 сына. Помните, до тех пор, пока мы с вами не выучили родительный падеж, я всегда вам говорила, минде, синде, то есть у меня что-то есть, но это не мое, да, не факт, что это мое. У тебя тоже что-то есть, и это тоже чье-то. Так вот, когда мы говорим, что это вот у меня и это мое, то мы не говорим минде уж баламбар, а мы говорим минен уж балам бар. То есть это мои дети, и они есть у меня. В пятницу я, возможно, пойду в гости к своей теще. Как у вас получится? Напоминаю, что в пятницу у нас будет жаты сипте, когда мы говорим «когда». И к своей теще, то есть к моей теще. Мен жумада енеме конака барармын. Вот здесь очень красиво показано. Конак гость, конакка, куда барасиптек. Ой, ну дательно-направительный. Это будет в гости. Ене теща, енем моя теща. И дательно-направительный куда? Первое лицо. Если есть окончание притяжательной формы, то окончания будут а-е. То есть енеме конака. Сәрсенбіде менің шөберемді көремін. Попробуйте перевести самостоятельно. В среду я увижу своего правнука. Хорошо. У тебя есть
талантливый внук. Опять внук твой, значит не Синде, а Сенен. Сенен дарынды немерем бар. Мынау жақсы адам. Это хороший человек. Ты плохой племянник. Здесь не забудьте про личное окончание. Сен жаман, жиен сен. Сен – личное окончание, которое показывает, что это ты. Мен апаннан айна алыппын. Попробуйте самостоятельно перевести. Я, оказывается, взял у твоей тети зеркало. Смотрите, апа тетя, апан твоя тетя, апаннан исходный падеж. Откуда я взяла? У тети, у твоей тети. Оказывается, взял. Мен апанан айна алыппын. Я, оказывается, взял у твоей тети зеркало. Я намерен дать своей младшей сестре мяч. Обратите внимание, слово намерен выделено ен. Почему? Потому что это от мужского лица. А мы помним, что младшая сестра для мальчика и для девочки переводится по-разному. Что у вас получилось? Мен қарындасыма дупты бермекпін. Хорошо. А вот здесь попробуйте перевести. Сен сынлыне үш кәмпитті берепсін. Ты, оказывается, дала своей младшей сестренке 3 конфеты. Тоже выделено дала, потому что сынлы – это младшая сестра для девочек. Хорошо, идем дальше. Я добрый дядя. И не забываем личное окончание. Мен хайрлы агаймын. Сен ашулы ерсен. Попробуйте перевести самостоятельно. Я выделила сен, это личное окончание. Ты сердитый мужчина. Ер у нас мужчина. Дальше. Моя бабушка здорова. Менен ажем сау. Сенен атан ауру. Твой дедушка болен. Ауру больной, ну, можно сказать больной или болен, без разницы. Дальше. Я сейчас несу твоему папе чистую рубашку. Вот прямо сейчас несу. То есть это настоящее время, сложная форма. И причем исключение. Обратите внимание. Акелю. Слово исключение. Мен акене тазажидене акеле жатырмын. Акеле жатырмын – это исключение. Жиди рубашка. И акене твоему папе. Мынау менен абгем және сенен энен. Это моя старшая сестра и твой младший брат. Друзья, на этом наш урок закончен. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Не забывайте участвовать в конкурсе на выигрыш бесплатного проживания в Дубае. И закончить хочу запоминалкой, которую прислала Марина. Марина, вам огромное спасибо. И так звучит она следующим образом. Говорить не устаю, эти буквы Д, Е, У. Деу говорить. Марина, еще раз вам спасибо за вашу активность. Друзья, пока!